Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной, душа наполнена, мать моя. Стихотворения на переменах здесь теперь звучат непрерывно, а по-другому на Пушкинской аллее и быть не может. В школьном коридоре воцарилась самая настоящая болдинская осень. Опадающая золотая листва, неяркий свет фонарей, скамейки. Все в лучших традициях XIX века. Именно так педагоги решили обустроить рекреацию русского языка и литературы, чтобы дарить детям вдохновение. Теперь это любимое место для встреч на переменах у школьников. Когда приходишь сюда, настроение повышается, тут все яркие листья, падает осень. Очень удобно на перемене, как будто находишься на улице, можешь посидеть, отдохнуть. Здесь очень красиво, такие уютные кабинеты, такой уютный коридор. Я вообще такого еще не видела. На стенах вместе с рисунками и баннеры. На одном сам светоч русской поэзии запечатлен в творческом порыве и яркие иллюстрации к его произведениям. А рядом портреты и известные цитаты Льва Толстого, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого. Вот она, наглядная связь поколений от классиков до недавних современников. Необычное пространство учителя теперь стараются наполнить содержанием. Этот год нашей гимназии знаменуется годом русского языка, и мы планируем задействовать эти зоны для проведения литературных гостиных, вечеров, какие-то конкурсы выразительного чтения, викторин. И я думаю, что такие встречи в такой уютной атмосфере, они будут способствовать объединению детей. Работу по обустройству школьных рекреаций здесь проводят постепенно. Начали 2 года назад с зала нравственности. Это тихое место, где можно сосредоточиться на повторении уроков, а в свободную минуту прочитать о знаменитых белгородских художниках, писателях, актерах, общественных деятелях. Здесь же создали и комнату-музей поэта Александра Филатова. Они знают хорошо, может быть, литературу, но это литература русская, да? А белгородчину они не знают. И поэтому идея познакомить детей с белгородскими поэтами, писателями, художниками, артистами, легла в основу создания этого музея. Личные вещи передала гимназии вдова поэта. Это часть библиотеки Александра Филатова, рабочий стол автора и его печатная машинка, которая уже в те времена считалась раритетом. Есть у вас здесь какой-то любимый экспонат в этой комнате? Экспонат? Да. Да я думаю, здесь самый любимый экспонат – это стихи Филатова. На 2-м этаже в гимназии работает музей боевой славы. Его открыли в связи с присвоением Белгороду звания «Город воинской славы» для патриотического воспитания школьников. В левом крыле готовится к открытию музей, посвященный истории самой гимназии, которая работает с 1937 года. Скоро в пустых витринах свои места займут кубки и грамоты учебного заведения, портреты учителей разных лет. Генератор идей в гимназии директор Юрий Гребенников. Это с его легкой руки здесь стартовал проект «Комфортная школа». Я сюда пришел 25 лет назад и задумал создать комфортные условия. Комфортные условия для всех. Прежде всего для ученика, для учителя и для всех работников. И вот на протяжении этих уже многих лет я осуществляю вместе с коллективом эту задачу. Напомним, что в этом году педагоги вышли и за пределы школьных стен, они организовали работу в зеленых классах. В планах на будущее теперь обустройство 4-го этажа. Здесь появится живой уголок, ботанический сад и рекреация иностранных языков в стиле разных стран. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.